Үткән җомгада муниципаль район хакимиятенең утырышы залында район советының 4-нче чакырылыш 24-нче утырышы узды. Аның эшендә район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин, район советы депутатлары, предприятие, оешма, учреждение, агросәнәгать комплексы предприятиеләре җитәкчеләре, авыл советы авыл биләмәләре башлыклары, хакимиятләрнең эшләр белән идарә итүчеләре, җир, яшьләр эшләре буенча белгечләре, инспекторлары, балалар бакчалары, мәдәният йорты мөдирләре, мәктәп директорлары, муниципаль район хакимиятенең идарә һәм бүлек начальниклары, район прокуроры, Ичке эшләр бүлеге начальнигы, җәмәгать оешмалары җитәкчеләре, масса күләм мәгълүмат чаралары катнашты. Көн тәртибенә кертелгән беренче мәсьәлә Башкортстан Республикасы башлыгы Ради Хабировның Башкортстан Республикасы дәүләт җыелышы корылтайга юлламасының төп нигезнәмәләрне гамәлгә ашыру буенча бурычлар турында район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин чыгыш ясады. Глава республики отметил, что мы добились реального роста заработных плат в экономике. Среднемесячная заработная плата по району составляет 29 622 рубля. В сельском хозяйстве 19 302 рубля, в строительстве 30 217, образование 23 771 рубль, здравоохранение 27 707 рублей, в культуре 24 643 рубля. В следующем году на увеличение заработной платы бюджетникам будут направлены более 1 миллиарда 600 миллионов рублей, больше, чем в предыдущем году. А за 3 года рост их зарплат достигнет почти 10 миллиардов рублей. Глава республики подчеркнул особую значимость открытости и доступности власти для населения республики. Он отметил, что мы не должны прятаться и бояться разговаривать с людьми. Мы не должны отворачиваться от сложных проблем, а честно отвечать на любой вопрос. В течение уходящего 2019 года через данную систему в главе республики обратилось более 80 граждан нашего района по следующим вопросам. По проблемам дорог 25 человек, по экологии 15, по проблемам жилищно-коммунального хозяйства 12, газ, газификация и энергетики более 17 человек, благоустройство 5 человек и так далее. В последние годы значительно повысилось качество работы и активность в сфере культуры. В рамках года театра десятки коллективов продемонстрировали высокий уровень постановки спектаклей и успешно завершили районный фестиваль-марафон «Земля моя родная». Кульминацией в сфере культуры стало проведение в районе фестиваля башкирской этнической культуры и современного искусства «АОАС». А в следующем году нам предстоит участвовать в проведении Всемирной фольклориады и принимать в районе гостей из 6 государств в количестве 320 человек. Уважаемые друзья, Ради Харитович в своем послании остановился и о том, что следующий год объявлен годом эстетики населенных пунктов. Здесь преследуется цель реально объединить и проникнуться ответственностью и привести в порядок места нашего общего жительства. Нам предстоит в течение предстоящего года проводить множество субботников, воскресников по благоустройству и оформлению родных сел, улиц, палисадников, обелисков, кладбищ, родников и так далее. Мы будем приходить во дворы, общаться с людьми, договариваться, учитывать интересы друг друга, и эта работа уже начата. Только по районному центру в этом году нами отремонтировано 6 дворов, 12 подъездов, осветили более 10 километров улиц, установили почти 600 светоточек. По партийному проекту «Городская среда» нами освоено более 8 миллионов рублей. Подобные работы будут продолжены и на следующий год. Сегодня завершаются работы по проектной сметной документации. Нам предстоит серьезная работа по переселению граждан из ветхого аварийного жилья и обеспечению жильем детей-сирот. В связи с этим мы активно ведем строительство трехэтажного 36-квартирного дома по улице Худайбердина, который будет заселен осенью 2020 года. В настоящее время ведем строительство огромного объекта, где будут размещаться очистные сооружения на 1800 кубов в сутки. И тем самым оснастим очистные сооружения самым современным технологическим оборудованием очистки. Планируется запуск объекта к маю следующего 2020 года. Мы вплотную занялись восстановлением лесов и озеленением наших сел и деревень. Весной и осенью этого года мы провели масштабную акцию «Зеленая Башкирия», заложили аллеи, посадили более
39 тысяч деревьев и кустарников. Это важное дело будет продолжено и в 2020 году. В послании остро ставятся вопросы, связанные с обеспечением граждан общественным транспортом. В централизованном порядке через государственное предприятие «Башавтотранс» району переданы комфортабельные автобусы и открыты регулярные сообщения Уфа-Яркеево и сообщения другими центральными городами республики и Республики Татарстан. В то же время особое внимание уделяется состоянию автомобильных дорог и мостов. В текущем году дорожниками района проведены огромные работы по капитальному, текущему и ямочному ремонту. В то же время на территории района около сотни километров автомобильных дорог, мостов, близ деревень Черекполево, Итеево, Бишкураево, принадлежащие балансово организации «Башнефть», находятся в аварийном состоянии и непроезжем виде. Многократные обращения дали свои результаты, и на следующий год эти объемы дорог включены в план финансирования 2020 года. Отрадно, что в этом году многие отрасли, как дорожное хозяйство, коммунальники, Центральная районная больница, управление образования, в централизованном порядке получили от Республики Башкортостан самую современную технику, что в перспективе будет способствовать улучшению условий жизни населения. Дорогие коллеги, Ради Фаритович особо остановился в вопросах подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Исходя из этого, нам предстоит огромная работа по оказанию необходимой помощи фронтовикам и труженикам тыла, обновлению, ремонту, благоустройству памятников и обелисков, увековечению памяти дважды Героя Советского Союза Мусы Гайсиновича Гареева и нашего уважаемого Героя Советского Союза Анвара Абдуллиновича Абдуллина и других наших земляков, совершивших подвиги на фронтах и в тылу врага. Одним из важных и тревожных остается проблема демографии. Нас прежде всего волнует естественный прирост населения, который зависит от показателей рождаемости и смертности. Если взять наш район, то статистика в этих вопросах не в нашу пользу. Так, если в 2018 году родилось 315 детей, то в текущем году 276 на сегодняшний день. То есть пока на 39 детей меньше. Отрадно, что на 29 человек уменьшилась смертность. Отсюда следует, что мы должны бороться за жизнь каждого малыша, каждого нашего престарелого жителя района, чего требует государство и общество. Здесь отрицательную роль играют также отток молодых людей в разные федеральные и региональные вузы и работа высококвалифицированных специалистов в Сибири и на Дальнем Востоке и в других регионах вахтовым методом. В настоящее время из нашего района за пределами республики обучаются более 100 студентов. Работают в Сибири вахтовым и в других регионах вахтовым методом более 2300 человек. И этими вопросами руководство республики тоже озабоченно предлагает разные варианты работы. Дорогие друзья, как видите, в послании главы республики ставятся амбициозные задачи и конкретные цели. Их достижение целиком и полностью зависит от нашей решимости и целеустремленности. Надеюсь, что илишевцы, как и прежде, не подведут и внесут достойный вклад в реализацию поставленных задач. Думаю, у нас получится. Аннары депутатларга 2020 елга һәм 2022 елга кадәрге чорга районның социаль-икътисади үсеш прогнозы турында карар проекты тәкъдим ителде. Бу мәсьәлә буенча муниципаль район хакимиятенең икътисад, сәүдә һәм шәхси эшкуарлык буенча бүлек начальнигы Эльза Закированың чыгышы тыңланды. Подводя итоги социально-экономического развития за 11 месяцев 2019 года, следует отметить, что уходящий 2019 год складывается относительно на хорошем уровне. Наблюдается стабильность экономики, удалось добиться некоторого роста основных показателей. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 3 миллиарда 641 миллионов рублей. Введено 16 тысяч квадратных метров жилой площади. Организациями всех форм собственности на развитие экономики и социальной сферы использовано 196 миллионов рублей инвестиций, что составило 106% уровня прошлого года. Более 69% инвестиций приходится на приобретение техники и оборудования, и следует отметить, что более 70% инвестиций финансируются за счет собственных средств.
Оборот розничной торговли составил 1 миллиард 900 миллионов рублей, что на уровне аналогичного периода 2018 года. Среднемесячная заработная плата по итогам 10 месяцев 2019 года равна 29 622 рублям. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост составил 10%. Приоритетным направлением деятельности органов управления района является организация мероприятий по увеличению производства товаров и услуг на территории района, созданию новых рабочих мест, принятие мер по поддержке стабильной финансовой обстановки и ситуации на рынке труда. Количество занятых в сфере малого бизнеса составляет порядка 5000 человек. Количество субъектов среднего и малого предпринимательства составило 636 единиц. Администрация района постоянно ведет работу по стимулированию развитию малого предпринимательства. Подводя итоги 11 месяцев 2019 года, следует отметить, что устойчивые позитивные тенденции в экономике района создают основу для достижения основных стратегических целей на среднесрочную перспективу: повышение качества и уровня жизни населения, роста производства конкурентоспособной продукции и развития предпринимательства. 2020 елга һәм 2021-2022 еллар планчырына район бюджеты турындагы мәсьәлә белән район финанс идарәсе начальнигы Нәфис Хабетдинов таныштырды. В 2020 году возрастут поступления в консолидированный бюджет муниципального района на 2,1 миллиона рублей за счет индексации ставок акцизов. Основные изменения, повлиявшие на снижение доходов консолидированного бюджета муниципального района, составит 4,7 миллиона рублей, и это мероприятие по исключению из объектов налогообложения движимого имущества организации ведения год по отношению имущества бюджетных, казенных и автономных учреждений и изменение законодательства в части распределения тех же самых штрафов. Общее влияние изменений законодательства в 2020 году прогнозируется в виде выпадающих доходов консолидированного бюджета муниципального района в сумме 2 миллиона 600 тысяч рублей. Общий объем доходов консолидированного бюджета района на 2020 год определен в сумме 989 миллионов 900 тысяч рублей. Из них 897 миллионов 900 тысяч рублей составит бюджет муниципального района и 92 миллиона бюджета сельских поселений. Общий объем безвозмездных поступлений в 2020 году меньше ожидаемой оценки 2019 года на 497 миллионов рублей, а в 2021 году больше на 46 миллионов рублей, а в 2022 году больше на сумму 65 миллионов рублей. Объем собственных доходов на 2020 год прогнозируется в сумме 252 миллиона 900 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 283 миллиона 200 тысяч рублей, с ростом на 12% к прогнозному уровню 2020 года, и на 2022 год 301 миллион 800 тысяч рублей, с ростом на 6,5% к прогнозному уровню 2021 года. Нәфис Гауис улы чыгышын Исанбай авыл советы авыл биләмәсе башлыгы Фәгыйҗан Зарипов, район мәгариф бүлеге начальнигы урынбасары Лилия Набиева, район мәдәният бүлеге начальнигы Раил Гомәров туландырды. Орытаба район советы секретаре Игорь Никифоров 2020 елга район советының эш планы турында информация җиткерде. Утырыш барышында шулай ук муниципаль район вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә ашыруны, аерым алганда юл эшчәнлегендә авыл җирлекләренә тапшыру һәм муниципаль районга авыл җирлекләре вәкаләтләренең бер өлешен Русия Федерациясе шәһәр төзелеше кодексы буенча тапшыру турында районның җирле үз идарә органнары һәм авыл җирлекләре арасында килешүләр, район хакимияте структурасы расланды. Район советының 2018 елның 14 декабрында, 2005 елның 18 ноябрында кабул ителгән карарларына үзгәрешләр кертелде. Көн тәртибендә барлыгы 12 карар проекты каралды. Аларның барысы да Илеш районы советы депутатлары тарафыннан кабул ителде. Утырышны район советы рәисе Наил Гайнуллин алып барды. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.